Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о задержании подозреваемого в наезде на автоинспектора. Молодой человек, а вы можете рассказать, почему вы убегали? Что ему за это грозит? Был ли наезд? Она отпрыгнула уже, но то, что он ее задел, все равно в любом случае был наезд. Почему, несмотря на свидетельства очевидцев, водитель автобуса утверждает, что никого не сбивал? А также защита больного сына или спасение имущества. И стояла задача быстро решить, что сделать. Но вот, к сожалению, выбрал такой вариант, в который в итоге все очень хорошо поверили. Суд вынес вердикт обвиняемому в нападении на судебных приставов. Это и не только прямо сейчас. Водитель «Шевроле», сбивший автоинспектора на перекрестке проспекта Ибрагимова и улицы Восстания, задержан. Напомним, пытаясь скрыться от ГИБДД, он протащил инспектора несколько десятков метров. Протаранил встречную иномарку и убежал, хотя сам попал под колеса. Нафиса Минязова выяснила, что нарушать закон ему не привыкать. Вы вообще признаете свою вину? Чтобы задержать мужчину, полицейским понадобилось меньше суток. Его нашли в квартире товарища. Сопротивления он не оказывал, но согласился не совсем, в чем его подозревали. А за что задержали? В минувшем году его осудили на 8 месяцев условно и лишили прав на 3 года за управление машиной, будучи лишенным прав. Но мужчину это не остановило. 13 февраля, сев за руль «Шевроле Кобальт», он несколько раз проехал на красный, чем привлек внимание автоинспекторов. На пересечении проспекта Ибрагимова и улицы Восстания инспектор подошел к водителю и потребовал документы. Подчиняться требованиям водитель не хотел. Он нажал на газ и несколько десятков метров протащил сотрудника ГИБДД. Остановился лишь тогда, когда протаранил «Тойоту», стоявшую на красный свет. Из «Шевроле» все бросились в расцепную. Водитель попал под колеса проезжающего мимо автомобиля, но, пролежав на земле, убежал в соседние дворы и скрылся. Автоинспектора с травмой ноги доставили в больницу. Сотрудники полиции Казани в кратчайшие сроки установили личность злоумышленника. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали его. Им оказался 37-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина был уже неоднократно судим. За его плечами 6 вердиктов суда. Среди них изнасилования, кражи, грабежи и угоны. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации при Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье применения насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителей власти. Сегодня в суде его привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. За это же был привлечен к ответственности и один из пассажиров «Шевроле», который не успел убежать. У мужчин были выявлены признаки наркотического опьянения, но в больнице они не стали сдавать анализы. Перед процессом на вопросы журналистов водитель «Шевроле» отвечать также не захотел. Молодой человек, а вы можете рассказать, почему вы убегали? Суд назначил ему административный арест сроком на 15 суток. Вероятнее всего, в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. За применение насилия в отношении представителя власти Уголовный кодекс предусматривает до 10 лет лишения свободы. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин. Вызов 112. 47-летнюю женщину сбил водитель автобуса 45-го маршрута прямо на пешеходном переходе. Все произошло на улице Фучика. Несмотря на рассказ самой пострадавшей и очевидцев, водитель общественного транспорта уверял, что человека он не сбивал, а женщина упала сама. Доводы сторон услышала Алия Хайрудинова. Лоб был разбит, ссадина, шишка. Ну вот пока увезли на осмотр. 47-летнюю женщину, переходившую дорогу на пешеходном переходе, впоследствии госпитализировали с места происшествия. Водитель автобуса уверял, пешехода он не сбивал. Говорит, она сама подскользнулась и упала. Он просто проезжал рядом, и все подумали, что автобус задел женщину. Она прям перебегала, что как-то или как? Не перебегала, сбоку выскочила, я уже проезжал. Я только в зеркало увидел, что она падает. Она мне сама сказала, я об асфальт шишку набила. Ну как, асфальт, лед, скользкий. А как столкновение с вами было тогда? Столкновения не было. Она просто выскочила, испугалась, что я проезжаю уже. Вскоре к месту происшествия подошла и подруга пострадавшей. С самого момента происшествия она не видела. Но о том, что автобус пешехода все же сбил, говорили и сама пострадавшая, и очевидцы. Как сказала она, что он ее сбил, получается, и она отпрыгнула уже, но то, что он ее задел, все равно в любом случае был наезд. То есть касание точно касание было? То есть машины, которые ехали, ее пропустили, а вот он ее не пропустил и просто прямо на пешеходном переходе сбил. Чтобы восстановить полную картину произошедшего, сотрудникам ГИБДД придется опросить всех очевидцев, а также изъять записи с видеорегистратора. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112.
Признали виновным. Сегодня Верховный суд Татарстана вынес вердикт 38-летнему Александру Харитонову, обвиняемому в нападении на судебных приставов. Все произошло весной минувшего года в Зеленодольске. Приставы пришли арестовывать его имущество. У мужчины были долги. Но, судя по материалам дела, в квартире он набросился на людей в форме с ножом и угрожал всех положить на месте. За подобное закон предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Подсудимый же уверял, что вреда никому не хотел, а единственным желанием было оградить тяжело больного сына от инфекций. Других доводов приставы не понимали и отказывались покидать квартиру. Нафиса Минязова знает, какое решение принял суд. Любая инфекция, она может просто 3-4 года из жизни ребенка вынести, просто к смерти привести. Пускать приставов к себе домой Александр не хотел. У его 5-летнего сына муковисцидоз. Говорит, любая инфекция может его убить. В квартире особый санитарный режим. Договорились утром, конкретно зачем они приедут. Я им подготовил имущество. Специально, чтобы они заходили в квартиру, я им спустил его вниз к подъезду. Они пришли арестовывать имущество за один из неоплаченных долгов 40 тысяч рублей. Стол, который хотел отдать, он оценил в 2 раза дороже. Но приставы все же зашли в квартиру. Я девчонкам уступил, они попросили, чтобы я их пустил в квартиру, оценить, как они сказали, имущественное положение. Вот. Я им сразу сказал: девчонки, пожалуйста, не больше 5 минут, потому что дома ребенок больной, поэтому быстро сфотографируйте и уйдете. Ну и как зашли в квартиру, первые слова какие были: о, телевизор арестовываем. Ну и дальше была произнесена следующая фраза: сколько нам надо здесь, столько мы здесь и будем находиться. Женя, иди зови понятых. Дальше, говорит мужчина, он стал просить выйти из квартиры. Напомнил об опасности, но услышал отказ и разговоры о приглашении понятых. Этого, говорит, допустить не мог. И стояла задача быстро решить, что сделать. Но вот, к сожалению, выбрал такой вариант, в который в итоге все очень хорошо поверили, а следствие за него было радо ухватиться. Но обвиняет меня в покушении на убийство. Мужчина не отрицает, приставам стал угрожать, больше ничего не оставалось. Говорил, что положит на месте и возьмет нож. Но уверяет, что это были только слова. И даже когда пошел на кухню, вернулся с пустыми руками. Но следствие и 3 потерпевших уверены, что с ножом. Девушки из квартиры выбежали, пристав мужчина остался. Покинул помещение только после того, как подсудимый на него замахнулся. Вслед за ним вышел и хозяин квартиры. Полицию ждали все вместе на улице. Правда, стол домой все же занес. Откуда взялась царапина на лице, пристава не понимает. Следствие же считает, что это порез. Все думаем, откуда взялась. Я 4 месяца в тюрьме посидел, думал, откуда взялась. Думал, сначала об дверь поцарапался. Скорее всего, реально просто, когда он от меня отмахивался руками, когда я на него выпады в него делал, просто мог сам себя ногтем поцарапать. Уголовное дело было возбуждено по статьям угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования и посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование. Прокурор запросил для подсудимого 6 лет колонии строгого режима, что вдвое меньше максимально возможного срока. В данном случае я учла то обстоятельство, что действительно в семье находится тяжело больной ребенок. И, кроме того, тяжелое материальное положение, которое сложилось в силу возникшего кризиса, у него большие многомиллионные долги. Все-таки человек не заслуживает того наказания, которое предусмотрено санкцией данной статьи. Санкция данной статьи 295, она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Мужчина свою вину признал частично. Говорит, руководило им только одно – желание обезопасить сына. Суд приговорил признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 3 года. Назначенное Харитонову наказание в виде лишения свободы в силу статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации считать условным, установив испытательный срок на 2 года. Мать подсудимого с приговором была не согласна, считает его невиновным и сильно удивилась, что приставы не извинились перед ее сыном. Нафиса Минязова, Зацимигуля, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.